Закон о декларировании доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера государственными служащими и депутатами с последними поправками вступил в силу 1 июля 2021 года. Прием деклараций доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера должен был завершиться 1 августа. О декларировании доходов в Абхазии будем сегодня говорить с главой управления антикоррупционного ведомства Республики Рустамом Оторба и инспектором ведомства Камилой Харани. Приветствую вас в студии «Радио Спутник». Давайте начнем разговор вот с того, что в августе были последние сроки сдачи деклараций. Какая сейчас у вас картина? Рустам, с вас, наверное, да. Давайте начнем. Как всем известно, период декларирования завершился 1 августа. И на этот момент у нас общее количество деклараций, которые предоставили декларанты, это 5750 деклараций, что составляет суммарно 2035 декларантов подали свои декларации. То есть 5750 – это общее количество вместе с членами их семьи. Если говорить об организациях, госучреждениях, которые предоставили декларации своих сотрудников, это 336 организаций. От общего числа вот тех, кто должен был сдать декларации, да. Какой процент? В процентном соотношении сложно сказать, но у нас есть список, который составлялся, список организаций госучреждений, а также муниципально-унитарных предприятий. Общий список составлял около 556 организаций, но стоит учитывать то, что некоторые организации были на стадии ликвидации, некоторые ликвидировались, а какие-то добавились. То есть у нас на сегодняшний день количество организаций получилось в цифре 567 организаций. То есть из них 336 подали свои декларации. То если сравнивать с 2020 годом, периодом декларирования 2020 года, то разница есть, то есть такая положительная динамика в процессе декларирования наблюдается, так как всем известно, что в прошлом году организаций, не подавших декларации, было 351 организация, декларантов было 1438, а на сегодняшний день эта цифра выросла, то есть она 2035. И организации, которые предоставили в прошлом году, это было 192 организации, подали свои декларации, а в этом году 336. То есть в этом наблюдается положительная динамика именно в реализации данного закона и уже более ответственно относится к нему. Хорошо, а что с теми, кто не сдал вовремя декларации? Список составляется конкретно по организациям. Он будет передан компетентным органам, которые будут принимать то или иное кадровое решение в отношении того или иного сотрудника, который либо предоставил заведомо ложную информацию в декларации, либо не предоставил ее. То есть мера такая: освобождение от должности без восстановления на госслужбе. Хорошо, но есть же уже те, кто нарушил закон, кто не сдал вовремя. Да, есть ли те, кого уволили? Да, мы весь список выверяем, чтобы он был точный и чтобы не было разногласий у нас. Он на стадии завершения, этот список, и мы его передадим компетентным органам. Камила, давайте немного... Вот мы вернемся обязательно к этому разговору. И, Камила, вот с вашей стороны, какие вы проблемы выявляете, как вообще процесс проходит? Нужно обязательно отметить, что в этом году динамика, она действительно положительна. Это связано еще с тем, что нашим управлением, в частности, была проведена очень большая консультативная работа. Это и кадровых служб, и непосредственно отдельно индивидуальных декларантов, которые обращались с вопросами, которые у них возникали в ходе заполнения декларации, и по мере поступления этих вопросов, естественно, мы давали информацию, которая помогала им в заполнении декларации и кадровым работникам во внесении на сайт официально нашего ведомства декларации со стороны подведомственных им декларантов.
Ну, я знаю действительно людей, которые вот эти декларации заполняют, они говорят, что это большой объем работы. Вот они так говорят, что вот с такой кипой листов там и с членов семьи декларации нужно знать, что это сложно. Вот с одной стороны есть список, вот как Рустам говорит, тех, кто вовремя не сдал, и, скорее всего, они, да, должны быть уволены по закону. Но с другой стороны, вот такая сложность, и это вот только-только это все как бы вот не так давно это, да, началось, и есть сложности, люди пока не знают, как это делать. Вот как в этой ситуации найти вот эту золотую середину, когда все-таки кто-то хочет, но есть сложности? В этой связи как раз-таки они обращались к нам по официальному номеру нашего управления. То есть была разработана инструкция по заполнению отдельных деклараций, которая это также озвучивалось нами. Действительно ли это так сложно? Или все-таки люди не хотят с этим просто возиться? Скорее всего, нет, мне так не кажется. Естественно, большой объем обратившихся людей, то есть мы наблюдаем заинтересованность большую. Здесь, скорее всего, момент с новизной. Вот. И первый раз, когда человек столкнется, естественно, с заполнением, ему будут непонятны те или иные моменты, но мы даем информацию, то есть показываем, как нужно, даже то есть лично, если человек приходит и сдает туда декларацию. Вот. И повторных вопросов, я не помню, чтобы возникало у кого-то по заполнению именно. То есть они все принимали... То есть вы готовы помогать тем, конечно, кто действительно хочет эти декларации сдать, вы готовы оказать помощь? Стоит отметить, что Министерство по налогам и сборам очень большую работу провело в плане реализации данного закона. Вот, как говорила моя коллега, это было, во-первых, создано управление антикоррупционного декларирования, была создана инструкция по заполнению, также была создана база по внесению деклараций. Также инструкция по внесению в базу этих деклараций. То есть Министерство по налогам и сборам сделало такой большой шаг на пути реализации этого закона, даже в частности уведомления организаций. Хотя по закону этим должна заниматься кадровая служба соответствующих организаций. Но Министерство по налогам и сборам, оно работало в этом направлении, и, я думаю, по показателям на декларируемый период 2021 года, картина ясно показывает нам, что в направлении реализации этого закона Министерство по налогам и сборам сделало очень большую работу, провело. Хорошо, вот IT-специалисты министерства работали над установкой программного обеспечения для автоматизации процесса декларирования. Этот процесс завершен? Вот для вашего удобства? В принципе, да. То есть он завершен. Были небольшие проблемы с самой базой, с внесением на сайт, но они как-то оперативно устранялись. То есть сейчас электронная база и существует, и вот все декларации, которые сдали, уже внесены туда. Да. Давайте поговорим о том, как проверяются данные, которые внесены в декларацию. Вы успели обработать весь объем информации? У нас поэтапно все это шло. Вот проверки конкретно моя коллега вам сообщит, а я скажу, что на период 1 августа мы принимали декларации. Мы выверяли список организаций, сотрудников, которые работают в этих организациях. То есть бывали правки в декларациях, так как закон позволяет в течение месяца после подачи декларации вносить изменения. То есть, соответственно, те же изменения вносятся в базу. То есть мы занимались конкретной выверкой списка как организаций, так и декларантов. И общее количество деклараций выводили. Сейчас, на данном этапе, мы как раз занимаемся проверками. Подробнее вам расскажет как раз моя коллега по поводу проверок. Камила, как вы проверяете весь объем информации, который вы получили? С какими ведомствами в этом вопросе вы сотрудничаете? Сейчас, то есть в данный момент происходит этап формирования запросов, которые направляются в государственные органы, которые впоследствии будут отвечать нам на них, и в этой связи мы уже будем осуществлять проверки. То есть пока еще этап проверок, он идет, он на пике своем. Вот. Поэтому далее уже будет проверка будет раскрывать нам полноту сведений, которые будут отражаться в декларации, которые отражены в декларации конкретного того или иного декларанта. Вот.
Соответственно, далее будут формироваться уже это все материалы, которые будут направлены в компетентные органы для того, чтобы они приняли решение уже в своей части. Ну вот какой-то объем уже декларации вы проверили, наверняка, да? Вот по вашим словам, судя, какой-то объем проверили. Есть ли какие-то нарушения? Сейчас понятно, что мы вдаваться, да, в детали, фамилии, чья декларация мы не будем, но были нарушения? Вот в какой части? Нам интересно обычно, вот в какой части нарушения? Ну, пока рано говорить, потому что они еще направляют нам ответы на запросы. Поэтому пока еще рано говорить. Мы еще не сформировали это все в один как бы список и какую-то статистику, либо какую-то информацию, поэтому в этой связи говорить рано. Хорошо, а вот простым языком, да, для наших слушателей, чтобы они понимали. Вот сдал я декларацию, я чиновник. Как вы проверите, действительно ли я указала все сведения? Ну, вот у меня там супруг, дети, там сестра. То есть запросы... За сестру я не сдаю декларацию. Вы сдаете на супруга или супругу, несовершеннолетних детей, либо совершеннолетних детей, братьев и сестер в случае нахождения на полном иждивении. Проверка проводится путем отправления запросов в соответствующие государственные службы, обладающие нужной информацией нам. То есть, если это транспортные... Да, в том числе. То есть, если это транспортное средство, то есть в РЭО Республики Абхазия, также в администрации отправляются на наличие тех или иных земельных участков, объектов недвижимости, в банке на наличие счетов и остатков на этих счетах. То есть это все указывается в декларации. То есть посредством запросов мы уже сравниваем то, что нам придет от государственных органов, и то, что указал декларант в своей декларации. Но и есть же, да, такая вероятность, что кто-то, обладая имуществом, переписывает. Но в Абхазии у нас такая практика достаточно распространенная. На двоюродных, там, на соседей что-то там записано, на друзей. Вот в этом случае это в декларации не будет никак отражено. В законе конкретно прописаны субъекты декларирования. Вот в чем... Ну, вот я понимаю ваш вопрос. То есть у вас нет возможности? Вот... Да, то есть если были прописаны, как вы говорите, двоюродные, там, ну, будем учитывать наш менталитет, близкие зять, родственники. Невестка, например. То есть у нас есть близкие родственники, это те же двоюродные братья, сестры, тети, дяди, стоило которых указать в этом законе, ну, на мой взгляд. То есть, ну, закон на сегодняшний день в таком виде и четко прописаны субъекты декларирования, так что за рамки этого мы не можем выходить. Хорошо, а вы с вашей стороны вот какие видите проблемы? Вот в ходе вашей работы, в процессе работы. Что бы вы отметили? В чем для вас сложность? Ну, для нас сложности, ну, я думаю, это объем работы, во-первых. Но мы с ним справляемся, также и с поддержкой всего министерства, то есть того же правового отдела информационного, самого министра непосредственно. Они оказывают очень большую поддержку в нашей работе. По поводу декларирования, вот как мы ранее говорили, это заполнение декларации. Многие не понимают, какой пункт заполнить. То есть была создана как раз инструкция. То есть, может, мало кто и пользуется, такое тоже не исключаем, но мы как раз освещаем эту информацию о том, что на официальном сайте Министерства по налогам и сборам существует такая инструкция. Каждая там, ну, допустим, та же кадровая служба организации, она может своим сотрудникам распечатать эту инструкцию, либо ознакомить ее с ней. Также мы ознакомливаем, то есть уведомляем практически каждого декларанта о том, что есть инструкция, вы можете с ней ознакомиться, также инструкция по внесению в базу. То есть мы как-то, Министерство по налогам и сборам пытается упростить весь процесс за самого заполнения декларации. То есть, чтобы это было не в тягость и не сложно для декларанта. А у меня такой вопрос. Виноват вот в том, что не сдали декларации, работодатель или декларант? Все-таки ответственность больше ложится на работодателя, который не обязал... В конечном итоге страдает декларант у нас. Ну, да, на мой взгляд, я думаю, мои коллеги его разделяют, что это больше ответственность организации. То есть есть организация, которая есть по закону декларант подведомственный.
Он по закону, самостоятельно то есть сдает декларант, декларацию, поэтому... То есть организация может сдать, может кого-то вовремя не уведомила сама организация, то есть отвечать за это, кадровые решения должен принимать, конечно, руководитель, но страдает от этого конкретный декларант. До тех пор, пока нет людей, которых уволили из-за того, что они вовремя не сдали декларации. Как вы считаете, вот этот процесс будет эффективным? Или как сделать действительно эффективным этот процесс? Потому что когда часть сдает, а другая часть не сдает, и когда мы пока еще не знаем, насколько достоверны сведения, которые содержатся в этих декларациях. Я более чем уверена, что та динамика, которая уже в этом году присутствует, она как раз-таки показала то, что народ уже привыкает, вводится привычка сдачи декларации, так скажем, простым языком, да, больше уже осведомлены организации, кадровые службы в своей части, они осуществляют работу, также мы к этому тоже прилагаем усилия, направляем работника кадровых служб, работников, и они в своей части также механизм, то есть выстраивается и выполняют работу по осведомлению декларантов. И я думаю, что, учитывая положительную динамику, это уже видно. И в следующем году также опять мы приложим к этому все усилия. Я думаю, будет еще более благоприятной та динамика, которая будет у нас в 2023 году. Но главная цель вообще этого закона – это выявить тех, кто превышает противодействие коррупции, но как и вы этим будете заниматься? Да? Вот в декларации вы видите по декларациям, что человек имеет имущество, заработал за год, работает, допустим, больше, чем он мог реально получить зарплату или какие-то доходы официальные. Что тогда? Вы понимаете, информацию, которую собирает Министерство по налогам и сборам, она опять же передается в компетентные органы, которые То есть куда? принимают те или иные кадровые решения. То есть если это кто-то из министров... Нет, прокуратура, я вам объясню, в пункте расходов, как раз в статье расходов, если в расходах декларанта и членов его семьи присутствуют признаки преступления, то тогда материал, если я не ошибаюсь, в 3-дневный срок передается в Генеральную прокуратуру. В нашем случае, если какая-то недостоверность информации, либо не предоставление самой декларации, мы передаем компетентным органам. Опять же, компетентные органы, если брать в пример, не подала сельская администрация того же Гудаутского района, материал передается главе Гудаутского района. То есть он принимает соответствующее кадровое решение. Если глава района не сдал, допустим, вся информация передается президенту. То есть вышестоящему. То есть вышестоящему, то есть который может... который может принять кадровые решения в отношении декларанта, то есть должностного лица. То есть сейчас ваша задача, если я правильно понимаю, не только проверить правильность данных, но и посмотреть, превышают ли эти данные доходы, реальные доходы, законные доходы этого чиновника. Вот две задачи основные. Как вы думаете, сколько вам еще времени потребуется поработать с вот этим объемом деклараций, который вы уже получили? Или это процесс, который пока точно будет длиться, потому что другие чиновники доносят декларации, или как во времени растянется? Нет, доносят, сроки уже вышли подачи декларации. Но сейчас, как сказала моя коллега, уже формируются запросы, то есть на них должны ответить. На некоторые наши запросы уже ответили. То есть мы проверяем информацию сейчас. То есть по ходу проведения информации, то есть в результате будет собран материал, который будет передаваться непосредственно министру по налогам и сборам и далее вышестоящие органы. Хорошо, а и последнее, может быть, вы подборку, что ли, по районам, какие самые дисциплинированные районы в смысле сдачи деклараций, или есть такая у вас статистика в ведомстве? Да, кстати, мы проводили выездные совещания с администрациями городов и районов. Стоило бы отметить конкретно Гагарский район. Они очень ответственно отнеслись к декларированию. Они прям обязали своих сотрудников и организаций, те же муниципальные унитарные предприятия, то есть они там очень четко проработали этот вопрос. Гудаутская администрация, Гулерипская администрация неплохо себя показала, Галская администрация.
Ну и, в принципе, по организациям можно тоже положительную динамику прослеживать. То есть сами организации, которые подведомственные организации, то есть они уже проявляют некую ответственность в плане декларирования, которую мы наблюдаем, в принципе, и в цифрах. Спасибо. Камила, если вам есть что добавить, может быть, какие-то уточнения у вас есть? Нет, все как бы обширно достаточно мой коллега прояснил. Спасибо. Благодарю, что пришли к нам в студию, рассказали. Спасибо. Удачи в вашей работе. Вам спасибо. А нашим слушателям я напомню, что о декларировании доходов в Абхазии мы говорили с главой управления антикоррупционного Министерства по налогам и сборам Рустамом Моторба и инспектором ведомства Камилой Харания.